Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Вахе Гаспарян, громадсько-політичный дияч. Вахе, рада вас приветствовать. Благодарю, что нашли время пообщаться с нашей зрительской аудиторией. Приветствую всех слушателей и подписчиков вашего канала. Бажаю здоровья. Дуже дякую за приглашение и слава Украине. Героям слава! Это все, конечно же, взаимно. Очень рада вас видеть. И я предлагаю, знаете, начать все-таки с новостей из Армении, потому что там закончился уже подсчет голосов на парламентских выборах, и этот подсчет показал, что партия Пашиняна, она получила 49,7% голосов. И теперь, в принципе, партия Пашиняна может самостоятельно формировать правительство. Можно ли говорить сейчас о уже тотальном поражении в Армении всех пророссийских сил, вот основываясь на таких результатах, которые показали парламентские выборы? Вы знаете, я понимаю ваш вопрос, но дело в том, что у многих за пределами Армении, в том числе в Украине, складывается впечатление, что Пашинян проевропейский деятель, который ночами не спит и думает все, как оторвать Армению от России, начать движение в сторону Евросоюза и так далее. На самом деле все его значительно. Публичная риторика к этому подталкивает, к таким мыслям. Ну, публичная риторика еще не говорит о том, что он делает реальные шаги в этом направлении. Это, во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на реальную политику и шаги Пашиняна за все 8 лет его правления, то увидим, что правда совершенно иная. За годы правления Пашиняна товарооборот с Россией возрос в разы, что-то около 14 раз он увеличился. Мы остаемся членами СНГ, Евразес и ЕАЭС и ОДКБ. И никаких реальных шагов в этом направлении не делается. Более того, и Пашинян, и люди из его окружения заявляли, что мы остаемся полноценными, полноправными членами этих всех организаций, и выхода из этих организаций на повестке нет. Более того, Пашинян был единственным руководителем Армении, который еще в далеком 19 году, сразу после прихода к власти, отправил ограниченный контингент войск, армянских войск, там саперы и врачи, в составе российского контингента в Сирию. Армянские войска участвовали в подавлении мятежа в Казахстане в январе 22 года в составе войск ОДКБ. И многое другое. То есть зависимость от России сохраняется. Это и газ, это и железные дороги, это и банковская сфера. И буквально вот 3 дня назад, 12 июня, когда по случаю Дня России в посольстве Российской Федерации в Армении был устроен торжественный прием. На этом приеме присутствовали вице-премьер Мехер Григорян и спикер парламента Ален Симонян, и они очень тепло и дружески разговаривали с послом России, пили шампанское и так далее. Дело в том, что единственной целью Пашиняна всегда было сохранение собственной власти. И этого он добился с помощью Владимира Путина в 2021 году, когда благодаря помощи Кремля он одержал победу на парламентских выборах и был сформирован полностью прокремлевский парламент. Но потом, после ослабления России вследствие вот затяжной агрессии и войны в Украине, Пашинян начал склоняться все больше в сторону Турции и Азербайджана и делать дальнейшие уступки. Особенно это стало очевидным после 23 года, когда была этническая чистка в Арцахе, и русские покинули миротворческие так называемые силы, покинули Арцах. И в это же время, в связи, опять-таки, с ослаблением влияния России в Южном Кавказе,
усилилась роль Запада у нас в регионе в связи с тем, что и у Европейского Союза, и у Соединенных Штатов есть интересы в нашем регионе, стратегические интересы, которые заключаются прежде всего в логистике. Евросоюз очень заинтересован связать Индию, с которой у Евросоюза соглашение века, они готовили его с 2007 года, и, наконец, оно было подписано, предусматривающее огромные преференции в экономике, в политике, в военной сфере. И Индия – это единственная страна, которая может играть роль противовеса Китаю, основному и главному противнику и США, и Евросоюза. И для того, чтобы связаться с Индией, им нужны экономически выгодные и надежные, безопасные логистические пути. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что это можно сделать через Иран, Армению и Грузию. Интересы США заключаются опять-таки в логистике, в транспортных коммуникациях, с помощью которых Соединенные Штаты хотят связать богатые нефтью, газом и редкоземельными металлами, что очень важно. Это единственный вопрос, в котором, значит, Соединенные Штаты пока еще находятся в зависимости от Китая. Китай монополист редкоземельных металлов. А в Казахстане есть огромные залежи редкоземельных металлов. И если посмотрим на карту, то становится очевидным связь с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Армению, Турцию и уже дальше в Европу. То есть вот этот проект ТРИП, который США инициировали в августе прошлого года, он призван вот как раз организовать вот этот маршрут поставки редкоземельных металлов. Но после налаживания отношений Ирана и западных стран, то же самое можно сделать уже через Иран, Армению и Грузию, учитывая, что у Ирана есть сухопутная граница с Центральной Азией. Я все это говорю, чтобы вам стало ясно, чем объясняется вот тесное сотрудничество западных стран с Пашиняном. Пашинян пока еще де-факто, к сожалению, является руководителем Армении, и они исходят из этого факта, я имею в виду западные страны. И над давлением на Пашиняна они пытаются оторвать Россию, вывести ее оторвать Армению, то есть вывести ее из-под влияния России. То есть Пашинян для них является инструментом, но не, опять повторяю, не человеком, который является носителем вот этих европейских и демократических ценностей. Те выборы, которые прошли в Армении, они были, это, наверное, первые выборы, начиная с 90-х годов, когда отмечались вот такие массовые явления фальсификации, административного ресурса, подтасовки голосований и так далее. И уже многие политические силы опротестовали результаты этих выборов. Я думаю, что вот этот новоизбранный парламент, он уже при рождении обречен. Я не думаю, что он будет долго просуществует. Он как вот новорожденный ребенок с тяжелым пороком сердца, который несовместимым с жизнью, который обречен. Да? И я полагаю, что вот после краха путинского режима, после того, как в Москве и по всей России наступит вот тот самый хаос, о котором уже многие говорят, все, кому не лень, вот это русская смута, да, это и экономический коллапс, и политическая дестабилизация, и гражданская война не исключается. После всего этого и после налаживания отношений с Ираном уже будут совершенно новые шаги западных стран в нашем регионе, и в Армении, и в Грузии. Кстати, недавно Конгресс США принял резолюцию о противодействии влияния Китая в Грузии, выразив недовольство, значит, тем, что грузинские власти смещаются в сторону Китая, отдаляясь от Запада. Это все из той же оперы. То есть Армения и Грузия, они являются основными вот связывающими звеньями
в тех логистических цепочках, о которых я сказал чуть раньше. А Пашинян – это всего лишь инструмент, временный инструмент, с помощью которого западные страны пытаются оторвать Армению от России. Но и настоящая прозападная легитимная национальная власть, она сформируется только после того, как падет путинский режим, и уже можно будет говорить о действительно демократических, свободных, транспарентных выборах, результаты которых будут отражать истинные чаяния армянского народа. То есть я правильно понимаю, что по состоянию на сегодняшний день утверждать, что Путин потерял Армению, это неправильно? Нет, конечно, Путин не только не потерял Армению, но он контролирует в Армении и политическое поле. Здесь есть прокремлевские силы. Роберт Кочарян, Гагик Царукян, это и Самвел Карапетян, это и Арман Татоян, это и Левон Терпетросян, и партия Дашнакцутюн, и сам Пашинян. Я не удивлюсь, если через несколько дней Владимир Путин поздравит Пашиняна, и тот отправится с очередным визитом в Москву. Серьезно? Да, я не удивлюсь. И Песков уже заявил, что мы не спешим поздравлять Пашиняна, потому что ждем оглашения окончательных результатов. Окончательные результаты были оглашены вчера Центральной избирательной комиссии, так что я не удивлюсь. За время своего правления Пашинян более 80 раз посещал Москву, встречался с Путиным, либо говорил с ним по телефону. И Пашинян сам, кстати, 1 июня, когда Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения, Пашинян сказал, что они договорились с Путиным о том, чтобы сразу после выборов Никол Пашинян отправиться в Москву, и они разрешат все спорные вопросы, которые существуют между Арменией и Россией. Так что я повторяю, вот это однобокое мнение, которое, к сожалению, очень распространено и на Западе, и в Украине, что Пашинян вот такой прозападный деятель, который пытается оторвать Армению от России и противодействует Кремлю, героически вот так сражается с Кремлем. Это, конечно, на самом деле далеко не так. Ну, мы помним, и, кстати, мы обсуждали с вами эту открытую часть, да, пресс-конференция, на которой был Путин и Пашинян, и как себя Пашинян свободно чувствовал, и как он рассказывал о том, что, мол, у нас и соцсети в Армении работают нормально, и доступ всех политических сил есть к выборам, и, мол, демократия, есть такой укол, да, в адрес кремлевского диктатора. Многие аналитики тогда говорили, что то, как вел себя Пашинян, это один из маркеров того, насколько Путин ослабел и путинский режим. Вот как вы этот тезис прокомментируете? И вот переходя уже к теме слабости, да, путинского режима, как вы оцениваете вот по состоянию на день сегодняшний, на 15 июня, насколько режим ослаб? Режим действительно ослаб, с этим спорить нельзя, это очевидно, но ослаб не настолько, чтобы потерять и Армению, в которой у этого режима есть много рычагов влияния. Пашинян, может быть, пытается сейчас, и я сказал недавно, чуть выше об этом, что он пытается воспользоваться этим, чтобы значит, уже заручиться поддержкой западных стран, опять-таки для собственной власти, воспроизводства собственной власти, сохранения премьерского кресла. Но опять-таки, повторяю, это далеко не свидетельствует о том, что Пашинян носитель западных демократических ценностей. В стране есть очевидные признаки коррупции и командно-административных рычагов влияния и преследования оппозиции, пусть даже пророссийской, но тем не менее преследования. Вы знаете, Пашинян, вот не надо обманываться на его риторику. Он может в присутствии Путина говорить о том, что в Армении, в отличие от России, нет запрета интернета, потом говорить, что у нас есть претензии к ОДКБ, но, повторяю, это всего лишь красивые слова, риторика, а за ними не стоят реальные шаги. Армения остается членом ОТКБ, ЕАЭС, СНГ,
и никаких реальных... Сам Пашинян заявил, что мы будем полноценными членами ЕАЭС, и вопрос вступления в Европейский Союз не будет стоять у нас на повестке, пока вот не возникнет ситуация, когда мы вынуждены будем сделать этот выбор, и вот только тогда армянский народ примет это решение и так далее. То есть пока рак на горе свистнет. Он вот так неопределенно сказал, но повторил, что мы остаемся полноценными членами ЕАЭС, ОДКБ и других организаций. А, кстати, заморозка членства в ОДКБ это манипуляция, потому что в уставе ОДКБ нету пункта о заморозке. Там есть пункт о членстве и о выходе из этой организации. Ну так, а если говорить вот реально, ОДКБ еще существует? И что это такое? Или это исключительно формальность? Ну, ОДКБ, как и ЕАЭС, как и СНГ, это организации, которые были созданы Россией в начале 90-х годов. Просто это произошло переформатирование СССР. Да, Советский Союз, он де юре распался, но он де-факто продолжал существовать уже просто под другим названием. СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Я люблю часто повторять формулу СНГ плюс ЕАЭС плюс ОДКБ равняется СССР. То есть СНГ – это политическая зависимость от России, ЕАЭС – это экономическая зависимость от России, а ОДКБ – это военная. Вот политическая, экономическая и военная зависимость, она и является вот фундаментом той неоколонизации, которая на самом деле произошла после распада СССР. Реальную независимость тогда обрели только Балтийские страны и страны Восточной Европы. Это было сделано с согласия Запада, молчаливого согласия Запада, и я официально вот на вашем канале предъявляю претензии Западу, что они в результате каких-либо договоренностей с Борисом Ельциным тогда поверили, что вот Россия уже, она такая демократическая, белая, пушистая, она откажется от своих имперских замашек, она не будет больше притеснять своих соседей, они позволили Ельцину оставить вот эти страны под своим влиянием. Чем это закончилось, мы сейчас видим, и Запад это видит, и я уверен, что элиты на Западе уже поняли свою ошибку и поняли, что повторение данной ошибки ни в коем случае допустить нельзя. И после падения путинского режима, которое уже не за горами, мы увидим вот уже окончательное обретение независимости всеми так называемыми странами постсоветского пространства. Франция ждет Трампа на G7, вот, и в принципе европейские лидеры считают, что они смогут Трампу объяснить важность сейчас давления на Путина. В то же время мы знаем, что накануне был по случаю дня рождения Трампа телефонный разговор у Путина и Трампа, как сообщил помощник Путина Ушаков, что, мол, Трамп сказал Путину, что готов влиять на европейских лидеров и на Киев. Как вы полагаете, как много зависит от саммита G7 в этом году? Я хочу добавить к тому, что вы сказали, то, что до телефонного звонка Путина и Трампа был телефонный звонок президента Зеленского и Трампа. Да. И Зеленский сказал, что он очень доволен с этим разговором, что был конструктивный диалог и так далее. Вы знаете, Украина сейчас в минимальной степени зависит от Соединенных Штатов, разве что только вот в вопросе предоставления разведывательных данных. Военная помощь оказывается странами Евросоюза. Да, они покупают американское оружие, но это делает Европа, покупает за свои деньги, то есть НАТО, и предоставляет Украине вот это оружие. Финансирование тоже идет из стран Евросоюза и НАТО. И плюс, самое важное, Украина уже вполне самодостаточная страна.
Украина уже сама производит и беспилотные летательные аппараты, и крылатые, и баллистические ракеты. И Украине уже не нужны ни Таурусы, ни Томагавки. У вас уже есть свои Фламинго, свои Нептуны, свои баллистические ракеты, которые, как заявил главный конструктор Штиллерман, скоро полетят на Москву. Так что это хорошо, потому что быть самодостаточной страной во время войны – это залог успеха и победы. Что касается вот саммита Большой Семерки, потом будет саммит НАТО в Турции и, насколько я знаю, саммит Евросоюза, ожидания те же самые, решительность и настрой западных стран, прежде всего стран Евросоюза и НАТО, она только усиливается по мере того, как они видят, что наступает перелом на фронте, и Россия далеко не побеждает, как это утверждает Владимир Путин и так далее. И пришло время уже сделать окончательные шаги, добить этот режим. И то, что мы сейчас видим, это и уничтожение нефтеперерабатывающих заводов в глубоком тылу, и военной логистики, и отрезание Крыма от Херсона, Запорожья. Это все говорит о том, что Евросоюз и страны НАТО, они уже дали отмашку Украине, чтобы, в общем, чтобы добить этого зверя и закончить все на поле боя, как говорилось, помните, в 22-23 году, что мы должны добиться победы Украины. Потом, в связи с тем, что контрнаступление провалилось и Россия начала наступать по всему фронту, у западных стран возникли некоторые сомнения в возможности победы Украины, но я думаю, что сейчас, вот с конца прошлого года, западные страны уже видят, что путинский режим висит на волоске и в военном отношении, и в экономическом отношении. Одно то, что уже на более 2 недель пропал Центробанк, председатель Центробанка пропала Эльвира Набиуллина, о том, что они приняли в спешном порядке закон, отменяющий бюджетный кодекс в связи с катастрофой в бюджете, и там уже созрел полномасштабный топливный кризис и в Крыму, и в Поволжье, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, в 25 регионах. Так что западные страны все это видят и понимают, что сейчас именно самое время положить конец империи зла. Ну, то есть, правильно я понимаю из вашего ответа, что от Трампа здесь мало что уже зависит, да? Курс уже От Трампа мало что определен. зависит. Да, от Трампа мало что зависит, и то, что Марко Рубио буквально несколько дней назад заявил, что Соединенные Штаты фактически вышли из переговорного процесса, потому что там тупик и так далее. То есть Виткофа и Кушнера собираются отправлять опять. Ну, они, правда, уже больше, чем месяц собираются, да, эту миссию отправлять, но... Ну, это ни о чем не говорит, это они могут хоть 10 раз приезжать в Москву, но Марко Рубио заявил, что переговорный сейчас процесс фактически на паузе, об этом и Песков заявил. Россия сейчас, она пытается оживить переговорный процесс, прекрасно понимая, что сейчас уже ситуация, мягко скажем, не в их пользу на фронтах и в экономике. Но я думаю, что позиция Украины сейчас значительно более жесткая будет. Украина имеет все права сейчас говорить с позиции силы. И, кстати, тот факт, что кремлевская элита послала Абрамовича в Киев договариваться о перемирии, тоже говорит о том, что в верхах в Москве все поняли, кроме самого Путина, который живет в своей виртуальной реальности. И вот это открытое письмо Зеленского, где он откровенно издевался над Путиным, намекая на его немолодой возраст и говоря о том, что скоро ты будешь думать о своей личной безопасности. И это уроки истории самой России, когда она
погрязает в затяжной войне, обычно это заканчивается революцией и смещением царя, как это было после Первой мировой войны. Это письмо было адресовано не Путину, потому что президент Зеленский прекрасно понимает, что с Путиным говорить бесполезно. Этот человек, пока он жив, он будет продолжать войну. Письмо было адресовано элите, и был явный месседж, посыл элите России, что пока у вас есть окно возможностей, у вас есть время, пока вы можете ликвидировать вашего шефа, и спасти собственную шкуру, да, собственные жизни, собственные активы и так далее. Если нет, то вы все вместе утонете на этом корабле под названием «Путаник», и вы все погибнете вместе со своим президентом. Я вспоминаю нашу с вами беседу, где-то она состоялась чуть больше месяца назад. И вы нашей зрительской аудитории дали такой очень оптимистический прогноз, когда говорили о крахе России, вы сказали о том, что ближе к осени все это мы с вами увидим. По состоянию на день сегодняшний ваш прогноз не изменился? Более того, он не изменился, и более того, я сейчас склонен считать, что летние месяцы будут критическими для режима Путина по той простой причине, что Украина не останавливается на достигнутом, она продолжает уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, склады, перевалочные насосные станции, логистику, отрезает Крым, и уже Соловьев говорит о скорой десантной операции высадки десанта в Крым, исчезновение Набиуллиной. То есть чем дальше, тем больше фактов, говорящих о том, что ресурсов уже нет. И август традиционно нехороший месяц для России, да, если мы вспомним и августовский путч, и дефолт 98 года. Я думаю, что вот эти ближайшие месяцы, они действительно могут стать критическими для режима Путина. И чем дальше, тем больше. И не только я, но и многие политологи, и специалисты, и даже в самой Российской Федерации, они уже говорят об этом. И депутат Госдумы недавно выступил из Компартии и сказал, что страна находится на грани социального бунта и пора прекращать эту войну. То есть все говорит в пользу того, что месяцы путинского режима сочтены. Прекращать войну будет Путин или кто-то уже другой? Нет, прекращать войну будет тот, кто решит вопрос с Путиным. Путин прекрасно понимает, что прекращение войны для него смерти подобно. Пока он жив, он будет воевать, но ситуация складывается так, что я думаю, что все идет к тому, что элита вынуждена начнет предпринимать шаги по устранению своего лидера, который далеко зашел и ставит под угрозу жизни не только себя и своей семьи, но и своего окружения. Так было, кстати, и в случае со Сталиным, когда его убрали после того, как он хотел затеять новую мировую войну. Так было и с Хрущевым после Карибского кризиса. И так было, опять повторюсь, после Первой мировой войны, когда произошла революция и был расстрелян царь Николай II. Вахи, я благодарю вас за интересную беседу, за ваши прогнозы, за то, что всегда находите время пообщаться с нашими зрителями. Следим вместе за развитием событий. До скорых встреч. Спасибо большое. Слава Украине! Героям слава!